этот театральный сезон Русский драматический театр имени Пушкина открывает премьерой спектакля «Слишком женатый таксист». Ставит спектакль приглашенный режиссер Денис Малютин. Сегодня мы его пригласили к нам в студию. Денис, добрый день. Здравствуйте. Денис, очень приятно, что вы посетили нас. Расскажите, пожалуйста, как и когда вы приехали в Якутск и ваши первые впечатления? Приехал я 5 октября к вам, то есть чуть больше месяца уже, как я здесь нахожусь, в городе Якутске. Можно сказать, что я уже почти свой человек, потому что я 14 лет прожил в городе Нерюнгри. Да, и вот мне посчастливилось попасть в одни из выходных дней туда съездить. А поставить «Слишком женатого таксиста» предложили идею вы или театр? Вы знаете, у нас переговоры были обоюдные, в том плане, что руководству театра необходимо было понять, какой жанр будем мы делать. И сошлись на комедии, что жанр комедии необходим театру, тем более Рэй Куни — это одно из самых ярких имен в этом жанре, поэтому как-то сошлись вместе. То есть в моем списке было предложение именно таксист, и мы пришли к этому вместе, совместно. Денис, скажите, а вот эту вот пьесу, да, которая является, скажем, классикой, да, английской драматургии, ставят очень многие театры по России. Почему, как вы считаете, в чем успех этого спектакля, этой пьесы? Вы знаете, давайте начнем с того, что, конечно, это коммерчески успешная постановка, потому что жанр, скажем так, да, он очень востребован зрителям. Потому что в театр все-таки порой приходят люди для того, чтобы отдохнуть, чтобы получить удовольствие, да, повеселиться. Поэтому Рэй Куни таксист, наверное, потому что, во-первых, она драматургически точно выстроена, и все эти комедийные положения героев, да, они работают как часы. Очень интересно, поподробнее здесь, не раскрывая полностью, да, всю постановку, в чем будет уникальность именно вашей постановки этого спектакля? Я считаю, что все-таки театр должен быть актуальным для своего времени, для своей эпохи. Пьеса была написана достаточно давно, и, конечно, какие-то моменты мы сократили, да, как у автора, но что-то добавили свое. То есть, работая с артистами в компании, мы сделали его уникальным тем, что мы преподносим это в неком таком интересном формате стендапа. И, безусловно, у меня будет музыкальность спектакля, она будет в таком определенном неком формате. Я не буду его говорить какой. Вы поймете, что это музыка такая общеизвестная, но в то же время она интересна именно для этой истории Куни, про таксиста. С труппой познакомились, да. Приступили к репетициям. Да, ребята замечательные, в общем, каждый по-своему индивидуален. Это, конечно, было для меня интересно. Сложность еще заключается в том, что, вы понимаете, за такой короткий срок нам приходится работать с двумя составами. Было бы проще, конечно, работать с одним, но пожелания дирекции, в общем-то, мы соблюдаем. И я думаю, что на сцену выйдут все ребята. Какие ваши впечатления от нашего русского театра? Вы знаете, конечно, я с репертуаром познакомился, да. То есть пока я здесь нахожусь, ребята играют спектакль, я смотрю. Да, я познакомился с репертуаром, могу сказать с уверенностью, что театр стоит на прочном, хорошем месте в плане перспектив на дальнейшее. Хорошие ребята, хороший коллектив, все цеха, я познакомился сейчас. Сейчас уже последние денечки остались для выпуска спектакля, поэтому могу сказать, что это профессиональный театр. Вы говорили о том, что 15 лет занимались актерством. Да. Так можно выразиться? Был актером, давайте так. Актером, да. Сейчас вы работаете режиссером. Сами любите импровизацию, свободу, самовыражение. Как вы на это смотрите с точки зрения уже режиссера? Знаете, когда я был артистом, я, конечно, работал со многими. Я не могу сказать, что прямо сейчас так громко сказать, что я работал с такими-то. Конечно, я работал и с Ниной Чусовой, и с Леной Невежиной. То есть это одни из ярких имен в театральной сфере нашей, в режиссуре. Да, и у каждого есть свой определенный
способ, да, своя школа, как ставить спектакль. И я считаю, что необходимо сотворчество в нашем деле. Потому что если его не произойдет, что, вы понимаете, как бы все равно, с одной стороны, я, конечно, как руководитель, как начальник, но артист тоже должен создавать свой образ самостоятельно, понимаете? То есть, а я лишь только его сподвигать на туда ли он идет или не туда. Вы жесткий или все-таки более лояльный режиссер? Я лояльный. Я это почувствовал. Не только с вашим коллективом, но еще и до этого. Да, я лояльный. Я могу отнестись к любой просьбе артистов, вот, но все-таки нет, я стою на своем, потому что я, как говорят, Колумб, команда хочет назад, а я веду вперед. Ну, правильно. Завершается год театра. Каким он был для вас? Очень активным в плане постановочном. Получил премию на международном фестивале за детский спектакль, за режиссуру получил. И попал к вам в город Якутск. Я очень рад, здесь очень здорово, замечательно. Спасибо. И даже несмотря на то, что такой климат, понимаете, для меня он знаком все равно как бы из детства, но я могу сказать, что я рад, что я здесь оказался. Что бы вы хотели передать зрителям на премьере вашего спектакля? Получить удовольствие. Мы тоже призываем всех наших зрителей прийти на премьеру этого замечательного спектакля. Благодарим вас, Денис, за то, что нашли время, ответили на наши вопросы. Это был проект «Крупным планом». Всего доброго.